20 тысяч компакт-дисков с популярной музыкой и новинками видеопроката уничтожены на Парламентской площади в центре столицы Кыргызстана. Все эти пиратские диски изъяты на рынках. По решению суда контрафакт подлежит утилизации. Это лишь малая часть нелегальной продукции, которую изъяли сотрудники правоохранительных органов и патентной службы за последние полгода. Несколько десятков тысяч дисков ждут своего часа. По остальным дискам контрафактным еще не вынесено решение суда. Материал находится в судах, рассматривается. После того, как они будут вынесены, соответственно, и остальная продукция, это порядка 80 тысяч, еще тоже будет уничтожена. Берите, хорошее качество, нормально. Государство пока не в состоянии решить проблему видеопиратства. Это целая индустрия, в которую входит большая сеть подпольных студий, исправно поставляющих продукцию на рынок. Цены в нелегальных точках продажи не превышают 50 центов за диск. Естественно, что в таких условиях продавцы лицензионной видео и аудиопродукции несут убытки. За качество нужно платить. В среднем фирменный диск стоит в 10 раз дороже контрафактного. В официальных точках продажи и магазинах, как правило, ажиотажа нет. Реализатор может долго рассказывать о хорошем звуке и качественной картинке, но покупатель, как правило, уходит туда, где диски продают дешевле. Это один фильм на одном диске, то есть несколько языков. Бывают двухдисковые издания на одном фильм, на другом дополнительный материал. То есть как снимался фильм, комментарий режиссера, качество, звук. Неискушенный зритель не видит большой разницы между контрафактными и лицензионными дисками. Зато разницу в цене он ощущает сразу. Для большинства потенциальных покупателей ответ на вопрос, что выбрать – 12 фильмов за 50 центов или посмотреть одну картину за $10, будет однозначным в сторону дешевизны. В основном беру пиратские, потому что они дешевые. Но качество примерно такое же. Лицензионные, они очень дорогие. В этом подвальном помещении находится Ассоциация по защите интеллектуальной собственности. В республике борьба с пиратством начинается именно отсюда, с подвала. Сотрудники выявляют незаконную деятельность, затем совместно с силовыми структурами изымают контрафактный товар. Все считают, что можно заняться другими делами, кражей какой-то, грабежами, кражей интеллектуальной собственности. Это не так важно, это что-то виртуальное и не такой ущерб приносит государству и обществу. Специалисты уверены, что пока пиратская продукция будет приносить кому-то материальную выгоду, покончить с этим явлением вряд ли удастся. И такие показательные акции, которые сейчас проводят на площади, вряд ли смогут полностью остановить распространение видеопиратства на территории республики.